файлик включить. Я не все буду показывать, несколько. Ага. Так, вышли, да? И зашли. Угу. Так, ага, PDF. Так. Значит, несколько я выделила, но я буквально детям говорю: ребята, дорогие мои, я вам этот список дала в начале года, но говорю активности, чтобы у вас не было скажем так, да, много всего. Выбирайте 2-3 сайта, на них активничаете. И вот они у меня некоторые даже уже работы какие-то выполняют. Ну вот, например, так, что хочет разрешить, да? Давайте. Это как-то контролируется или сами говорят, что они выходили на сайт? Нет, а мы вместе работаем. А потом же я вижу активности, они мне сертификаты присылают тоже. Понятно. Угу. Так, вот, например, да, тот наш центр Сириус, всероссийский, который, соответственно, мы же прекрасно понимаем, что там не только олимпиады и так далее, там есть очень замечательные курсы. Я вот все детей хочу на них подсадить, но они достаточно сложные. Видите, как они позиционируют? Да? Дети, которые хорошо освоили школьную программу. То есть там, кто не знает школьную программу элементарно, делать нечего, курсы достаточно сложные. Но посмотрите, и всем учителям, здесь есть по разным предметам курсы, в том числе по биологии. Мне так нравится, здесь есть по 7 классу по животным, такой замечательный курс. И я вот детям рекомендую. Пока у меня прошла до конца одна девочка, курсы непростые, очень сложные. Но я им говорю, раз вы в профильном классе учитесь, надо работать. Причем еще я им пытаюсь это внедрить, да, как говорят учителя, которые преподают в Сириусе, они отслеживают активности, то есть они видят, ребенок поучаствовал в олимпиаде нашей всероссийской, да, на платформе Сириус сейчас идет, в пригласительном этапе поучаствовал в каких-то курсах, и если он подает заявку на какую-то программу, то они эти все активности учитывают, поэтому я говорю детям, работаем. Так, что у меня еще? Сейчас. Так, сюда. Угу. Так, еще. Я все не буду показывать. Вот посмотрите, зоологический музей Российской Академии Санкт-Петербург я использую, например, кусочки для классных часов. Здесь можно вот так же, как Ольга Васильевна показывала, там есть интерактивные экскурсии, которые можно показать по музею. Да, то есть можно использовать. Так, боже мой, не вижу. Можно с доски запускать, если вы хотите, здесь все работает. Угу. Давайте я посмотрю. Давайте. Так, Биодат. Здесь у нас одна из крупнейших сайтов про живую природу. Что мне здесь? Мне вот здесь понравилось, то, что здесь выходишь, и все красные книги есть в электронном виде. Вот это для биологов, для нас, конечно же, замечательно. Вот посмотрите. Красная книга России, животные, растения, и пошли регионы. То есть можно найти. Да? Вот это вот замечательно. То есть он вроде бы такой неброский сайт, но в плане поиска какой-то, например, что-то задать, да, периодически у нас такие задания встречаются, можно использовать. Так, что там еще, давайте посмотрим. А там в Коме тоже есть красная? В Коме, по-моему, нет, но есть около регионы. То есть, Россия есть полностью. Так, за иллюзию я пропущу, это мы так, как развлекаловку используем. Электронный журнал для юных биологов и экологов Батраха Спермин. Я обожаю этот журнал, потому что действительно сейчас ругается. Он думает ругательное слово, меня не выводит вообще проблему вывести на урок, потому что, говорит, это ругательный сайт. На самом деле удивительный сайт, такие же ведут школьники и размещают вот такие вот заметочки, какие-то интересные. Я говорю, можно прямо для сообщений на уроках, во внеурочной деятельности использовать, пожалуйста. То есть мне он очень нравится. Так, что еще у нас? Биологический факультет МГУ переходить не буду. Что мне здесь нравится? Информация о различных олимпиадах. Перечневые, не перечневые, все ссылки, гиперссылки, данные. То есть не нужно искать и набирать. Все есть здесь. Элементы большой науки. Тоже это журнал, но здесь уже более такая сложная конструкция. Наверное, больше для старших классов. Там не только по биологии, кстати, по всем тоже предметам. Электронный справочник по биологии нам тоже иногда нужен. И вот эту программу я хотела, вот этот сайт я хотела бы особенно остановиться, да. Наверное, многие с ним знакомы. Я-то познакомилась только в этом году с этим сайтом. Вот. Но я так поняла, он не такой, как говорится, пожилой, он достаточно новый. Вот. Что мне нравится здесь? Как учителю, здесь очень много активности. То есть можно участвовать. Я вот планирую тоже где-то здесь сделать. А школьнику здесь очень... Сейчас я... Вот, посмотрите. Опять же, да, здесь абсолютно бесплатное, очень качественное обучение по вот этим направлениям.
У вас технологий нет, мне показалось, наверное, тогда. Ну вот я беру фармацевтика, агропром, леспром. Это вот наше направление, биологи. Я говорю, мальчишкам можно IT, телеком пройти и так далее. Все бесплатно. Причем еще те, кто проходит успешно, выплачивают стипендию. Вот. А также можно для учителей, там тоже есть активности, где вы там что-то в грантах поучаствуете. Я говорю, я еще пока только узнала об этом сайте, но я вот пытаюсь в нем разобраться. Так, Отлично. что еще? Ну вот эти последние два, это чисто для биологов, да, натуралист и планет, это описание животных, растений и помещение фото, по фотоописанию и так далее. Ну вот открою здесь один, да, второй, они очень похожи просто. Так, ага. А вопросы в конце, Илья Иванович? Или по ходу можно? В конце. Вот здесь можно зафиксировать, то есть разместить, например, фотографируют дети, нашли какое-то растение, разместили сразу же место локации, описали его и так далее. То есть здесь можно... Люди, проекты. Сейчас. Ну, вот здесь вот, то есть есть эксперты, есть любители, и можно проконсультироваться у экспертов. Пожалуйста. Ну, тоже вот такой вот сайт, с которым можно работать, можно даже свой проект сделать.